телезрители, в эфире главного национального канала передача «Новый день» и я его ведущий Максим Гоголев. Что ж, сегодня на календаре 14 июля. И какие же сегодня отмечаются даты? Сегодня отмечается в 1860 году указом Александра II было издано основан был Государственный банк России. На тот момент на балансе этого банка было 798 миллионов рублей. И из них, получается, на кредитные операции приходилось 45 миллионов рублей, а золотой запас составлял 81 миллион. Также сегодня, в 14 июля 1896 году, был в Нижненовгородском продемонстрирован первый русский автомобиль. В Нижнем Новгороде был показан первый российский автомобиль, который был сделан в Санкт-Петербурге. Двигатель и трансмиссию изготовили предприятие Евгения Яковлева, а корпус, ходовой части и колеса – экипаж фабрики Петра Фрези. Николай II, конечно же, посетил эту выставку, но внимания на автомобиль не обратил. Что интересно, личный автомобиль Николая II приобрел позже, в 1905 году. Что ж, далее узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы плюс 19, плюс 21, днем плюс 27, плюс 30, Заречье плюс 21, плюс 23, днем плюс 23, плюс 29, Южные Улусы плюс 23, плюс 25, днем плюс 23, плюс 29, Вилюйские Улусы плюс 20, плюс 21, днем плюс 28, плюс 30, Нижнеленские плюс 20, днем плюс 28. Западные Улусы плюс 18, плюс 21. Днем ожидается плюс 25, плюс 28. Колымо-Индигирские Улусы плюс 14, плюс 22. Днем плюс 15, плюс 25. Янские Улусы плюс 15, плюс 20. Днем плюс 16, плюс 23. Северо-западные Улусы плюс 14, плюс 18. Днем ожидается плюс 11, плюс 25. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 21 градус, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 3 метра в секунду, днем ожидается плюс 29, плюс 31. Ну что ж, сегодня также ожидается очень жаркая погода, но, скорее всего, людей на пляже будет очень много. Кто взял Бастилию, этот советский вопрос знают все, да? Обычно их любили задавать детям, потому что дети совсем не знают ответ на этот вопрос и говорят, это не я. А на самом деле эти дети уже давно повзрослели и знают, кто же на самом деле взял Бастилию. Что это за праздник, узнаем у историка Михаила, давайте посмотрим. В общем, в Франции тогда все было нехорошо. В общем, по всей стране вспыхивали стихийные мятежи, бунты. И вот как раз-таки день захвата штурма Бастилии является уже тем днем, именно тогда, когда эти бунты превратились в революцию. То есть это уже было организованное действие против устоявшейся власти. Людовик XVI решил перейти к решительным мерам. То есть настолько решительным, что он подвозит к столице уже линейные части, то есть солдат обычных. И эти солдаты, тут важный момент, то, что они были наемные. То есть это были немцы, швейцарцы. То есть в глазах обычного француза они выглядели как чужеземцы, которых нанял злой король. Тем временем на сторону протестующих переходят и солдаты обычные, и французская гвардия. То есть те части, которые обороняли Париж. И вот если они перешли на их сторону, значит Париж был в их руках. Но они все равно боялись наступающих войск. И начали возводиться баррикады. И вот у протестующих было оружие, но было мало пороха. Вот как раз таки тогда начинается то самое действие, они начинают отчаянно искать порох. И вот тут в свою роль вступает Бастилия. Крепость планировалось захватить без крови. То есть протестующие засылают туда делегатов. Делегаты должны склонить гарнизон этой крепости, который был совершенно небольшой. В ходе этого первого штурма погибает очень большое количество людей, конечно, со стороны нападающих. То есть они были вооружены кое-как, у них были мало оружия. И, в общем,
При первом этом стихийном штурме погибает около 100 нападающих, а со стороны защитников был ранен только 1 человек. И, в общем, в ходе этого непродолжительного артобстрела гарнизон решает сдаться. То есть уже неорганизованно сдается. То есть они вывешивают белые флаги и уже полным составом сдаются. День захвата Бастилии действительно является очень важным элементом в начинающейся Великой Французской революции. Французская революция, она то и великая, что повлияла на очень большое количество жизней. Приобретайте подарочные сертификаты ювелирной компании УРУ и становитесь участником розыгрыша призов. Розыгрыш призов состоится в прямом эфире телеканала НВК Саха 25 июля в 16:00. Справки по телефону 733 011. Что ж, спасибо Михаилу Росову. Далее мы получили видео прямиком из Франции от Андриана Мурараша. Давайте узнаем, какое же мнение имеют французы на этот праздник. Сегодня я записываю это сообщение из города Марли-ле-Руа во Франции. Я хотел бы всех вас поздравить с 14 июля, датой, которую вы все знаете как дата взятия Бастилии. Так как же все-таки этот день стал национальным праздником Франции? На самом деле, после взятия Бастилии этот день никто особо не праздновал. Пришлось подождать 6 июля 1880 года для того, чтобы тогда депутат Ассамблеи Бенджамин Распай предложил своим коллегам проголосовать за закон, который бы взвел этот день до статуса национального дня Франции. Вот прошло 140 лет с того дня. Так как же сегодня отмечают этот день французы? Что он для них означает? На самом деле мало чего изменилось, потому что этот день сегодня является олицетворением республиканских принципов для всей Франции. Будь это граждане Франции или приезжие граждане, которые ищут во Франции убежище, этот день синоним республиканских принципов, которые защищены Конституцией. В этот день все собираются на военный парад на Елисейских полях. Колонны военной техники поднимаются по Avenue de la Grande Armée, проходят под Триумфальной аркой и спускаются по Елисейским полям до площади Согласия, Place de la Concorde, где ожидает президент на своей трибуне с приглашенными гостями, которые рассматривают это все дефиле. Потом все расходятся и начинает праздновать кто как может по-своему. Кто идет домой, празднует в кругу друзей, организовываются барбекю, вечеринки. Кто остается в городе гулять, взрываются петарды, хлопушки. И все ожидают вечернего фейерверка. В 23:00 в Париже происходит величайший фейерверк, который пускается с полей Шайо. Все собираются на Марсовских полях, откуда все прекрасно видно, для того, чтобы всматриваться вот в эти взрывы в ночном небе Парижа на фоне Эльфовой башни. Но фейерверки также бывают и в маленьких городках. Вот, допустим, в городе, в котором я живу, в Марли-ле-Руа, фейерверк ничем не хуже того, который происходит в Париже. Потому как видите, во Франции и Якутии национальные праздники отмечаются буквально одинаково. Всем весело, и все гордятся тем, что часть одной великой республики. Потому еще раз поздравляю вас все, мои дорогие друзья, с праздником 14 июля и надеюсь на очень-очень скорую с вами встречу. До скорого. До свидания. Спасибо большое, Андриан, за это обращение. Я думаю, что жители Франции этот праздник действительно отметят очень весело и с большим размахом. Что ж, с сегодняшнего дня двери открывает музей «Россия. Моя история». И у нас сегодня в гостях Туяра Степановна Павлова, заведующая отдела культурно-просветительской и экскурсионной деятельности. Доброе утро. Здравствуйте, доброе, бодрое утро. Ага, здравствуйте. Как у вас настроение? Отличное, поскольку мы с 10 часов утра откроем двери для посетителей, наконец, после карантина.
Мгм. Отлично. Ну, расскажите, в каком порядке, в каком режиме вы собираетесь работать? В экскурсии будут набираться группы по 5 человек. Будет соблюдаться дистанционный режим, масочный режим. Если посетители забудут свои маски, они могут купить у нас на кассе. И в буфете будут продаваться только напитки. И у нас отличная новость. С конца этого месяца, с конца июля, в зале, посвященном второй половине 20 века, откроется мультимедийная выставка «Память поколений». Эта выставка будет рассказывать Великую Отечественную войну глазами художников, глазами скульпторов. В прошлом году в Москве на Манеже была выставка из 40 регионов. Было собрано 150 картин и работы скульпторов. Вот эта выставка будет представлена в мультимедийном варианте. И в каждом зале на тачскринах будет информация о картинах, о художниках, как они создавали свои картины. И в конце каждого зала будет викторина, на котором посетители могут проверить усвоенный материал по каждому залу. Будут также цитаты о Великой Отечественной войне. И с сентября у нас откроется мультимедийная выставка в Большом зале на 2-м этаже. «Победа-75» — это результат работы наших проектов «Цифровой мемориал» по увековечению памяти павших якутян в Великой Отечественной войне и по проекту «Победная поступь». Этот проект рассказывал нам о информации Совинформбюро, начиная с 1944 года. И, конечно же, эта выставка расскажет про боевые подвиги, про большой героический труд в тылу. Люди смогут прочитать письма, документальные фильмы посмотрят. И это будет большим подспорьем для увековечения памяти наших земляков в этой страшной войне. Расскажите, как долго будет стоять эта выставка? Откроется в сентябре и будет стоять до ноября. До ноября, да? Ну, я так понимаю, что планы большие, да, у вас поставлены, и есть изменения, которые вы, конечно же, будете соблюдать. Какие еще интересные новшества вы собираетесь нам продемонстрировать? Поскольку мероприятия сейчас запрещены, мы работу в формате онлайн будем продолжать. У нас ведутся познавательные рубрики. Мы исторические даты ведем через прямые эфиры, приглашаем историков, интересных людей. Исторические даты отмечаем различного формата интеллектуальными играми. И вот эта работа вся наша будет продолжаться. У нас построен внутри парка блиндаж, он уже с 9 мая стоит, и у нас с начала августа будут транслироваться видеосюжеты, которые будут рассказывать о тоже трудовом подвиге в тылу наших земляков. Хорошо. А как же вы работали во время самоизоляции? Да, вот мы как раз готовились к нашей мультимедийной выставке «Победа-75». Собранные материалы сканировали, переводили с якутского на русский письма, воспоминания. И вот в формате онлайн готовились к интеллектуальным играм, к сбору материала для ведения различных рубрик. И вот проводили прямые эфиры. Так что мы усвоили некоторые новые формы во время карантина. Ну, отлично. Ну, то есть ни один сотрудник просто без дела не остался в это время? Да, все были задействованы, все работали. Ну что ж, Туяра, большое спасибо за информацию. Я очень рад, что вы открылись. Конечно же, очень важно, чтобы культурное обогащение людей продолжалось. Спасибо вам большое. Что ж, в 1946 году в этот день открылась миру книжка Бенджамина Спока «Уход за ребенком и его воспитание». Эта книга стала сразу бестселлером в Соединенных Штатах и за его рубежом. Американский ученый, детский врач и педагог Бенджамин Спок известен всему миру. В разных странах уже выросло не одно поколение детей, воспитанных по Споку. Ну, он объяснял это тем, что очень много занимался психоанализом маленьких детей, изучал их. И он говорил, что они личности.
Поэтому, ну, имеется в виду, с ними надо общаться уже как со взрослыми, не как с маленькими. Спок предложил матерям набор базовых рекомендаций по уходу за детьми, как кормить, купать, лечить. Он говорил, что в обращении с детьми нужно руководствоваться здравым смыслом. Женщин он призывал чувствовать себя уверенно и расслабленно в роли матерей, потому что ребенок должен расти в комфортной среде. Ну, сейчас, в данное время, мы тоже пользуемся, конечно, эту литературу я прочла еще в студенчестве. Она очень интересная, понятная, ну, таким легким языком написана, да. И сейчас в практике тоже, вот работаю сейчас педиатром, в практике тоже используются его методы. Иногда некоторые методы, которые очень жесткие, да, и все равно это каждому ребенку индивидуально, поэтому присматриваемся, что-то применяем, что-то не особо. Эта книга и сегодня поможет широкому кругу читателей осознанно, безошибочно и быстро решать любую задачу в общении с детьми от самого их рождения и до ухода в туманную юность. Что ж, действительно, эта книжка очень интересна всем тем, кто является родителями. Продолжая эту тему, мы позвали одного очень интересного гостя. Это Александра Егоровна Ушницкая, кандидат педагогических наук, психолог-консультант. Доброе утро. Утро доброе. Ага, Александра, расскажите, где вы находитесь? Ну, я в данное время нахожусь в Казани. Угу. И у нас 12 ночи, ну, час Да. ночи почти. Да? Ага. И Да. всем утро доброе, а мне доброй ночи. Да, Александра выходит в эфир из Казани, у них 12 часов ночи, очень интересно. Что ж, расскажите, продолжая эту тему, да, мы хотели бы поговорить о воспитании детей, ну, с 1 по 5 класс, скажем так. Какими качествами должен обладать ребенок в этом возрасте? Ну, именно какими качествами обладать это вообще, вот если так подумать, сначала, наверное, надо сказать вообще, что меняется в системе образования и какие цели именно мы ставим в вопросах воспитания именно. И, конечно, мы каждый понимаем, что главная ценность в жизни и главная ценность для воспитания – это семья. И в первую очередь в семье ребенок получает первые умения и навыки, и особенно вот когда ребенок обучается в начальном классе, формируются основные ценности. Это уважение, взаимоотношения, любовь к окружающему, умение ценить добро, умение видеть зло и так далее. Да? Поэтому очень важно родителям уделять особое внимание на формирование характера ребенка. И как раз и это время и совпадает именно с годами обучения в начальном классе. Ага, формирование, получается, именно взрослого человека, именно формируется вот с 1 по 5 класс, грубо говоря, в этом возрасте, да? Да, конечно, особую роль играет возраст, именно дошкольный возраст. К 5 годам уже мы замечаем, какова направленность у ребенка и как у него именно будет формироваться характер, чем он будет обладать. Но именно в начальном классе уже мы заметно замечаем, что ребенок взрослеет, и все возможности родители должны использовать. И поэтому сейчас, конечно, в мире происходит много событий, и очень многое зависит в дальнейшем от самого ребенка, от его умения творчески мыслить, от его умения реагировать на ситуации, от его отношения ко всему, что происходит в семье, вокруг, в школе. И, конечно, особое значение имеют и личностные особенности ребенка. Это именно организованность, самостоятельность, гибкость и так далее. Ну, все это можно наработать, да?
Да, и, конечно, здесь важную роль играют родители. И очень надо эффективно использовать летние каникулы. Вот совместные действия должны быть. Ребенок должен научиться в ходе любой деятельности, он должен научиться ставить цели, он должен научиться увидеть свой результат с помощью родителей. И эти результаты, это уже как раз успешность ребенка. И каждый родитель, они должны постараться в ходе совместной деятельности, в ходе взаимодействия, в ходе общения обращать внимание на основные базовые ценности. Ага, это есть, да, это очень действительно важно. Но бывает такое, что семьи неполные, либо родитель является неродным. Как это может Ну, повлиять на воспитание ребенка? Конечно, ситуации разные, но здесь именно родители должны подходить очень мудро. Например, если семья не полная, то здесь должны быть какие-то компенсации с точки зрения, что рядом у них братья, рядом у них есть взрослые друзья, друзья семьи, еще есть родные, бабушка, дедушка, и для ребенка нужно создавать такие условия, чтобы у него было побольше общения со своими родными, с близкими, с родственниками, и, конечно, обязательно всегда с ребенком открыто общаться, уделять больше внимания, чтобы у него выработалась уверенность в себе. Мгм. Да, уверенность в себе – это очень важно, да, важный аспект для воспитания ребенка. Вот Конечно, скажите, да, сейчас вот изменения в образовании, да, сейчас большой уклон идет на самообразование. Как вы относитесь к этому? Так, каждый ребенок, он должен научиться самостоятельно добывать знания, он должен научиться стремиться чего-то нового достичь. И вы, наверное, сами заметили, что именно в дни самоизоляции те дети, которые уже заранее, те дети, которые заранее уже умели самостоятельно готовиться к заданиям, которые умели самостоятельно выполнять домашние задания и так далее, да, я имею в виду именно детей начального класса, они, конечно, сразу включились в деятельность, Ну, это, они конечно, да. сразу сами получали результаты. И, конечно, постоянно родители им должны и оказывать помощь, поддержку в Ну этом да. плане. Именно самостоятельность, целеустремленность, пунктуальность, ответственность – это все вырабатывается не за один день. Это, конечно, результат огромного труда и родителей, и совместной деятельности со своим ребенком. Это буквально с дошкольного возраста мы, родители, должны обращать на это очень серьезное внимание. Современный мир, он очень разнообразный. И, конечно, как мы сами заметили, в этой жизни очень много неожиданностей. Поэтому чем больше ребенок общается, чем больше он взаимодействует с окружающей средой, конечно, он научится сам преодолевать эти трудности. И во многом, конечно, мы, родители, тоже в этом должны создавать необходимые условия, и мы должны всегда поддерживать. И в этом плане, вообще в личностном плане еще главную роль играет самооценка ребенка. Ну, это Поэтому все можно почаще развить. надо хвалить своих детей, Да. почаще надо обращать на результаты их деятельности. И, Всё. конечно, самое главное – активное взаимодействие и общение. Александра Егоровна, большое спасибо вам за ваши советы. Действительно, это очень важно. Воспитание ребенка, создать в ребенке уверенность, и чтобы он был очень внимателен и усидчив. Что ж, и напоследок мы хотим вам показать сюжет про смородину. Сезон ягод уже начался. Посмотрите сюжет. Деньки наступили раньше, и сезон сбора ягод наступил раньше. А ягоды являются ударным источником витаминов, особенно смородина. О том, как получить хороший богатый урожай, мы узнаем у опытного садовода Иннокентия Федорова. При хорошем уходе обычно высаживают 2-3-летки, они через год должны плодоносить. При хорошем уходе. А хороший уход — это надо их и подземную часть
корни изолировать от пырия. Это самый злостный враг черной смородины. Для этого я вокруг растения зарываю в землю бордюр. Ну, из шифера, из подручных, из досок, чтобы корни не проникали на глубину 25 сантиметров. Куст где-то хорошо, полноценно плодоносит лет 15, при хорошем уходе лет 20. Потом куст стареет, его надо менять или омолаживать. Вот такие вот жаркие дни, чем больше, тем лучше воды надо. Раза 3 надо, вот если такая температура стоит запредельная, за 30 градусов, то надо поливать неделю 3 раза. А если температура в районе 25 градусов, да, достаточно 2 раз. Поливать надо не менее 3 ведер на одно растение. А как ухаживать за кустами до сезона и после? Первое, это осенью после опада семян, листьев, надо их все убрать из-под растения. Потому что в них угнездяются вот эти самые вредители, насекомые. Самый основной из них – тля. Все огородники, все садоводы прекрасно знают тлю, как трудно с нею бороться. Если уберете листья, мы их лишаем убежища. И, во-вторых, после схода снега, это в конце апреля, в начале мая, тоже надо убирать дальше листья. Возможно, они еще упадут с растений. И кипятить в большом количестве воду, обычную воду, в баке или в бочке, прямо кипятить надо. И где-то на одно взрослое растение 25-30 литров крутого кипятка. Всем этим полить и сами растения, и под ними все обильно из лейки, и вокруг. Все надо обильно пролить. Это сразу после схода снега. В опавших листьях уже никакой пользы нет, они служат лишь убежищем для этих самых насекомых. Не только тли, но и всевозможные клещи, жуки, пилильщики, все они нуждаются в убежище надежном. Как спасти урожай от птиц? Воробьи, дрозды и недавно появившиеся скворцы, переселенцы с юга. Вот они буквально нападают на растения, поэтому нам не приходится укрывать такой темно-синей сеткой. Я с годами, с опытом узнал, что темно-синий свет отпугивает их. Варенье из ягод, собранных в собственном саду, всегда вкуснее и полезнее покупного варенья. Мы желаем вам хорошего урожая в этом сезоне. Ну что ж, русский блок заканчивает свою работу, и я с радостью представляю своих коллег из якутского блока Борислава и Карину. Доброе утро. Здравствуйте, Максим. Видеосатын көрәтшілер, білген қылғыз тақтылы кәнеттен көрсек бүт, ратыман білгеннен білге болың. Дәрәсе виддаттан өйдігінден, оны тұбілейін мұлы қылғыз тақтылы кәнеттен бейге, енігдір қайдырдағаны көсек бүт.